«Меня подставили». Эти слова во время вероятного допроса в Минске произнес оппозиционный блогер Роман Протасевич. Новые видеокадры показал белорусский государственный телеканал ОНТ. В 13-секундной записи Протасевич утверждает, что, цитата, «как только это сказал, сразу оказался в Минске». Но вот что именно сказал Протасевич, в видео госканала обрезано. ОНТ обещает показать кадры допроса в собственном расследовании. Против Протасевича заведено дело по нескольким статьям. На следующий день после его задержания белорусские госканалы опубликовали видео допроса Протасевича, в котором он говорит, что дает признательные показания по обвинению в организации массовых беспорядков. Вместе с блогером в Минске задержали его подругу, россиянку Софию Сапегу. По данным журналистов, белорусские правоохранительные органы подозревают ее в разжигании социальной вражды. Согласно законодательству, власти и адвокаты разглашать суть обвинений не могут, поэтому подробности неизвестны. Следствие по обоим персонам будут проходить в Беларусь. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России, и мы договорились, что вторая персона, она же гражданка России. Я заверил президента Путина, что никаких не будет вопросов с доступом к консулу. По-моему, они не обижаются. Мы предоставляем не только информацию. Хотите встречаться – встречайтесь. Еще одно уголовное дело против белорусского блогера возбудила так называемая прокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Она расследует возможное участие Протасевича в боевых действиях в Донбассе в составе украинского батальона «Азов». Так Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжелое вооружение, пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы и зенитные установки, совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, а также разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры. Власти ЛНР запросили у Минска возможности провести следственный эксперимент с Протасевичем. Есть нюанс. В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я об этом напомнил президенту Путину и сказал, что если у самопровозглашенных республик будут вопросы к ним, милости просим к нам, задайте им вопросы. Потому что людей убивали они там, на Донбассе. И кричал Протасевич в самолете, что ему грозит смертная казнь. А наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрено по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил. Бывший командир Азова подтвердил, что Протасевич действительно был в Донбассе, но только как репортер. Да, Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием, как журналиста, был не автомат, а слово. Протасевич – один из создателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала «Нехта», который освещал массовые протесты против Лукашенко. В последнее время блогер вел телеграм-канал «Беларусь головного мозга» и жил за границей. Задержали Протасевича 23 мая после принудительной посадки в Минске лайнера авиакомпании Ryanair. Самолет, на борту которого был Протасевич, направлялся из Афин в Вильнюс и в белорусском воздушном пространстве получил сообщение, что на борту находится бомба. Оно оказалось ложным. Правозащитники страны Запада требуют немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу.